Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о страшном убийстве 2 человек и покушении на свидетелей преступления. Дочку эту убили. Я говорю, как убили? Старт судебного процесса. Покажем, как, что и в каких объемах ловили подозреваемые в браконьерстве. Одна попалась, трубу сделали. Картошкой, морковка там, помидоры. А также, как не нарваться на подделку, сбыт фальшивых купюр. Это и не только прямо сейчас. Убили 2 человек и пытались сжечь все следы преступления вместе с телами. В Верховном суде Татарстана стартовал процесс по уголовному делу в отношении 43-летнего Алмаза Сабитова и 36-летнего Сергея Ларина. По версии обвинения, они поссорились с хозяином квартиры, тогда же и решили его убить, а заодно и всех свидетелей преступления. Обо всем по порядку в репортаже Айрата Назипова. Дочку эту убили. Я говорю, как убили? Вот езжай, говорит, в Киевский район. Там все скажут. О страшной трагедии отец убитый Рустем Хабибрахманов узнал спустя сутки. Мужчина рассказал, что его 41-летняя дочь жила с мужчиной в той квартире на улице Дежнева, где и произошло преступление. С ними, говорит, общались хорошо. Буквально накануне, 15 февраля, марта, мы ездили на рынок, я денег дал, там вещи купил, там им тоже, там, это тоже. Все. Купил плитку купил плитку купил. Нефташка говорит, давай купим что. Вот. И на тебе. Это в пятницу молчит, в субботу молчит, в воскресенье молчит, и вот на тебе. Как считает обвинение, в ночь с 17 на 18 марта этого года в той самой квартире находились 5 человек. 2 ныне подсудимых Алмаз Сабитов и Сергей Ларин, Эльмира Хабибрахманова, ее сожитель Сергей Обухов, а также его брат-однофамилец Александр. В какой-то момент между хозяином квартиры и подозреваемыми возникла ссора. Следователи установили, что в пылу конфликта, находясь в нетрезвом состоянии, мужчины припомнили Сергею Обухову старые обиды. По версии обвинения, подозреваемые стали избивать потерпевшего как руками, так и предметами, похожими на нож и вилку. Понимая, что свидетелями преступления стали еще 2 человека, они решили убить и их. Как следует из материалов уголовного дела, сначала подозреваемые приказали брату Сергея обмотать скотчем раненую, но еще живую женщину. Когда дело было сделано, нанесли ему удар кулаком в грудь и ранили вилкой в левый бок, после чего тот упал на пол. Уходя из квартиры, они, видимо, решив замести следы, подожгли квартиру. Но впоследствии одного из потерпевших все же удалось спасти. Были обнаружены тела 46-летнего мужчины и 41-летней женщины. Кроме того, в больницу с отравлением продуктами горения был доставлен брат-близнец погибшего мужчины. Помимо убийства в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следующее заседание состоится уже 2 ноября. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Массовые драки в набережных Челнах. Сразу в нескольких заведениях нетрезвые посетители дрались с гостями и сотрудниками кафе. Все нарушители общественного порядка были задержаны сотрудниками охранного предприятия. Как мужчины вели себя после задержания и как объяснили свое поведение, знает Анна Городнова. Сдача забрался сразу. Что? Сдача забрался. Какая сдача? На которой я заплатил за открытие. Сразу после задержания одного из мужчин не волновало, что их приковали наручниками к лестнице. Больше они переживали за сдачу, оставшуюся на столе после покупки бутылки спиртного. А вот второму, видимо, было уже настолько хорошо от количества выпитого, что о деньгах он и думать не хотел. Я за такие мелочи вообще не ручался. Прибывшим на место сотрудникам охранной службы сотрудники кафе рассказали, что эти 2 мужчин устроили драку с посетителями, а затем угрожали работникам заведения. Сотрудник группы быстрого реагирования успокоил дебоширов. Однако они хотели скрыться с места происшествия, попытались отнять автомобиль у стоявшего неподалеку таксиста. Этого сделать у них не получилось. Охранник, поймав их, приковал наручниками к лестнице, после чего передал в руки полицейских. Второй случай, но уже с другим героем, произошел несколько часов спустя. Признаешься, да? Ответа на свой вопрос охранник так и не получил. Выяснилось, что этот мужчина выпивал в одном из заведений со своей супругой и друзьями. И в какой-то момент начал вести себя агрессивно и стал драться с посетителями. Охранник прибыл в заведение в тот момент, когда сотрудники своими силами пытались задержать дебоширов. В результате драки у одного из гостей была разбита голова. Супруга того самого дебошира получила кулаком в глаз. Также выяснилось, что компания не оплатила счет за посиделки. На место прибыли медики и полицейские. Последние забрали пьяного мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства.
А сильно нетрезвый посетитель массажного салона вместо желаемых услуг получил повышенное внимание полицейских. На тревожную кнопку нажал администратор заведения, когда мужчина стал вести себя неадекватно. Сотрудник охранного предприятия увидел это своими глазами, усмирил дебошира и передал его в руки полицейских. Анна Городнова, Нафиса Минязова, вызов 112. Во дворе дома по улице Восстания горит детская коляска. Такое сообщение поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 примерно в половине 9 вечера. К моменту прибытия огнеборцев коляска сгорела практически полностью. От нее остались только колеса и каркас. Огонь ликвидировали за считанные секунды. В Татарстане задержали подозреваемых в рыбалке браконьерскими методами. По версии полицейских, задержанные орудовали на рыболовной базе, расположенной в Актанышском районе. Причем только на водных обитателях не останавливались. В ход порой шло и ружье. Изъятие вещественных доказательств оперативники фиксировали на видеокамеру. Айгуль Батрудинова посмотрела съемку и узнала о масштабах вылова и отстрела. Одна попалась, трубу сделали. Картошкой, морковка там, помидоры. Вот это оставили и тоже, спрашивали. Он говорит, мы не стрелятку, говорю, не продаем. Улов порой отличался разнообразием. Помимо единичных экземпляров, стерляди килограммами ловили и чаще встречающиеся виды. Там поддельщики на щука, они почистили, бросили. Внимание удостоились и раки. Полицейские насчитали в одном только мешке больше 400 экземпляров. Раколовками была устлана огромная площадь дна. Добыто все это, как установили оперативники, незаконно, сетями из моторных лодок без соответствующего разрешения. В ходе осмотра места происшествия также было изъято 24 килограмма рыбы в замороженном виде, 50 штук раколовок, 2 рыболовные сети. Но не только водные обитатели интересовали мужчин. Любили они и поохотиться. Бобров-то сколько штук забили? Вот 3. 3 штуки. Так вот разделали, хвосты остались, да, вот эти? Да, хвостов горели, но я сам еще не пробовал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, это лишение свободы на срок до 2 лет. Айгуль Батрудинова, вызов 112. Увидел экипаж патрульно-постовой службы, после чего бросился в бега. Полицейские Казани задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. 22-летнего местного жителя поймали с поличным при попытке сделать очередную закладку с запрещенными веществами. Алина Мусина продолжит. Молодого человека задержали сотрудники патрульно-постовой службы, патрулировавшие улицы Новосавиновского района. Увидев людей в форме, парень занервничал и попытался скрыться от полицейских глаз подальше. Это стражам порядка показалось странным, и попытка уйти подальше и побыстрее оказалась тщетной. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там-то и нашли причину такого странного поведения. По результатам исследований стало известно, что изъятый является синтетическим наркотиком метилэфедрон массой 5,39 грамм. Кроме этого, в рамках проведения дальнейших следственных действий наркотические вещества массой свыше 7 грамм, весы и фасовочные материалы были изъяты по месту проживания фигуранта. Молодой человек оказался закладчиком наркотиков. Криминальным заработком он занимался на протяжении нескольких недель, вплоть до задержания. В настоящее время по установленным фактам в отделе полиции Гагаринский возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 пункта Г статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на сбыт наркотических средств, совершенных в крупном размере. Части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в крупном размере. Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей, а до тех пор следователи будут устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта, а также искать канал поставки наркотических средств. Алина Мусина, Айрат Назипов, вызов 112. Длительным лишением свободы может обернуться для 2 мужчин желание заработать быстро и без особого труда. Они, как выяснили полицейские, распространяли фальшивые 5000-е купюры. Расплачивались ими в магазинах и получали сдачу уже настоящими деньгами. Сколько удалось сбыть и где брали фальшивки, узнал Рамиль Шайдулин. Он покупал поддельные деньги в интернете, забирал их из закладок и сбывал в магазинах в Татарстане. Полицейские установили это уже после задержания подозреваемого. С сентября по октябрь он сбыл 4 5000-х купюры в торговых точках Казани и Арска. Также действовал и другой задержанный. Фальшивой купюрой он пытался расплатиться в аптеке и не раз. При проведении обыска в офисе и по месту его проживания было изъято и обнаружено 2 денежные купюры достоинством в 5000 рублей с признаками подделки.
В общей сложности полицейские изъяли 20 пятитысячных купюр с признаками подделки. Вычислить подозреваемых помогли в том числе и съемки с камер наблюдения в торговых точках. Сейчас в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, это лишение свободы на срок до 8 лет. Рамиль Шайдуллин, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.